Этого начинаем. Итак, добрый день. Культурный центр Залесный, город Казани, приветствует всех в нашем онлайн-эфире. Сегодня мы хотим показать онлайн мастер-класс и лекторий в рамках реализации гранта Фонда культурных инициатив при президенте Российской Федерации. Мы представляем наш этнопроект «Народная сокровищница Милли», которая посвящена народному творчеству, воссозданию и созданию произведений наших, так скажем, мастеров народному творчеству. Непосредственно сегодня у нас мастер-класс проведут руководитель Народной студии декоративно-прикладного искусства Раида Фагимовна Ильина и руководитель творческого объединения Милли Хасите Ильдар Гатаулин. Они познакомят вас непосредственно сегодня с женским нагрудным украшением, которое называется изю. Пожалуйста, Раида Фагимовна, Ильдар, вот они наши специалисты. Можете в кадр зайти сюда, пожалуйста, кто-нибудь. Раида Фагимовна, вам слово. Здравствуйте. Пожалуйста. Ну, продолжим. Да? Мы начинаем сегодня, так покажите, пожалуйста. Мы показываем башкирский изю. В таком варианте он у нас будет. На мне как бы смотрится. Вот такого формата начинаем, приступаем к нашему мастер-классу. Сейчас Ильдар нам расскажет поподробнее, что мы для этого используем. Всем доброго дня. Вообще, для начала, чтобы можно было понять, что мы будем изготавливать, башкирский тип изю, он отличается от татарского. У него есть свои особенности, нюансы. Он более узкий, более длинный по внешнему виду. Но вообще нагрудник типа изю – это вещь характерная для многих тюркских народов. То есть это по сути было изначально не украшением, а именно обшивкой ворота женского платья. Для того, чтобы начать работу над этим изделием, нужно знать размеры, исходные данные. В среднем нагрудник изю помещается в формат башкирский, это А4 листа. Он довольно-таки небольшой, бывают крупные образцы. Мы сейчас делаем именно формата не более А4 изю нагрудника. Образец у нас работы был изготовлен мастерами объединения Тамга. И это изделие рук Зульфии Красновой. То есть оно сейчас является таким небольшим учебным пособием для того, чтобы можно было людям показать, как это все сделано, и снять с него выкройку. Оно выполнено из галунов и лент. Самые простые изю выполнялись, в принципе, в основном из лент. В рамках мастер-класса задача показать основные приемы работы с нагрудником, дать размеры, показать композицию. В принципе, доделанная вещь уже будет изготовлена самостоятельно каждым человеком дома. Здесь получается, смотрите как, мои дорогие, то есть, вот нагрудник, да, взяли, вот размеры сняли, композицию мы увидели, то, что как он сделан, он делается из лент. Ткань режется не вот так вот нарезается, а лента имеет свои подгибы. То есть здесь есть защипами подшивка, но есть несколько вариантов изготовления этих защипов. То есть по сути, когда вы нашиваете галуны, сначала вы компонуете, то есть вы подготовили ленты, с запасом взяли там по 60, 70, 80 сантиметров бывает, внешний край может 80 сантиметров, это уже будет, по-моему, самое такое оптимальное. Подготовили ленты, сначала подготовили основание, то есть вот то, что вот мы сейчас делаем с вами, вы делаете основание. Основание сделали,
и можно будет дома до ума довести. То есть эти все обшивки сейчас мы не успеем сделать, вам надо просто понять, как загибать и правильно формировать ленты. После того, как сделали основание, берем ленты и размещаем их в композиционном порядке на основании. Смотрим, как мы хотим сделать композицию. То есть центральная часть, вот видите, да, то, что это более узкие ленточки, а ближе к краю широкие. Размеры лент от 1,5 до 3,5-4,5 см ширина ленты бывает. И когда вы подготовите ленты, нарежете из разных тканей просто себе ленточки, отмерили, нарезали и составили композицию, увидели, утвердили ее. Дальше я вам покажу уже, как правильно загибается. Есть два приема. Покажу на доске, чтобы было понятно. Поэтому сейчас подготовим основания все. И дальше подготовим ленты. То есть нарежем ленты для небольшого изю. Хотя бы 1-2 ленты, чтобы у вас было на руках. Вот здесь, получается, нам понадобится 3 цвета, наверное, не больше. От самой узкой до самой широкой мы возьмем 3 основные ленты и из них выложим изю. Так, все вырезаем, из бумаги вырезали, теперь приступаем на основу. Значит, из ткани, вот, которая представлена, да, и начинаем прям вырезать. Не подставлять, прям или прям точь вырезать. Припуск, наверное, оставляем ведь, да? Смотрите, мы ленты сейчас режем с запасом. Нет, ну, не про ленты, про основу сейчас. А про основу вы можете ее сделать сейчас прям как по выкройке, на швы не оставляйте запас. Если вы нет, зачем? Он может совсем быть небольшой. То есть сейчас мы просто должны понять, как это делается, а не сделать из готового изделия. То есть дома вы доведете. Вот можно посмотреть, вот как вот было, можно. Вот так, да. Мои дорогие, чтобы сэкономить ваше время, Да. берите за основу 3 ленты. Мы делаем небольшой нагрудник. То есть возьмите 3. Если, допустим, у вас основа даже будет шире, чем эти ленты 3, то вы основу можете уменьшить. Как это делается? Допустим, чтобы подшить края, вот здесь у нас прямая сторона, мы видим, да? То есть мы, допустим, оставляем сантиметра 1,5-2. Можем загнуть и ручную наметать этот край здесь, подшить. Вот здесь, чтобы она ушла. А как мы делаем повороты? То есть здесь, когда поворот ткани идет, тоже обычно, чтобы ткань не смарчивалась, не ержилась, в данном случае мы можем подрезать. Вот в этих местах сделать надрезы небольшие, чтобы можно было загнуть, и также мы подметаем. То есть мы собираем изделия прямо вот в таком порядке в основном. Можно сделать много небольших надрезов, чтобы у вас был плавный вот этот переход, чтобы было плавненько, чтобы у вас не получилось вот так. Поняли? Это достигается за счет того, что здесь побольше надрезов идет. Да. Потом уже дома вы берете косую бейку. Это вот такая ленточка небольшая. Делаете дома, да? И можно уже этой ленточкой, здесь в накладку пришивается на машинке. И потом загибается и вручную сзади пришивается. А сейчас мы делаем жесткость. Даже можем придать подобным методом подшивания. Хоть какой-то каркас получить. Но основание должно быть у этих вещей из каких-то более толстых материалов, подобие войлок или сукно. Нужно будет дома взять плотную ткань и ее перед тем, как нашить косую бейку, или вот эту вот ленту, которая у вас вот эту вот часть закроет, сначала нужно сделать плотность. То есть вы все можете потрогать этот нагрудник, он довольно-таки плотный. Да, сейчас давайте часть обшивки мы давайте с вами пропустим, давайте нарежем ленты. Вот вы выложите 3 ширины, возьмите от самой узкой до самой большой и подготовьте ленты.
самая узкая какая? Самая узкая где-то сантиметр 2, наверное, 3. Как вам удобнее будет? Потому что все равно сейчас нужно же эти ленты не только отрезать, она же сыпаться будет. Вам надо же будет еще обернуть. Вы сейчас просто поймете, как работать со складками. Композицию выложите. Сильно не будем пришивать. Вы только наметать будете. А можно вопрос? Вот у меня яркий, например. Ну и ленточка должна быть, соответственно, не очень яркая. И Без разницы. Вообще, сейчас такие вот вещи мастера делают, конечно, из покупных галунов, заказывают их, но раньше делали из того, что дома было. Оставалась какая-то там тряпочка цветная, от нее полоску отрезали и из того, что на руках было у человека, из того и делали. То есть делали из всего, что было. А цветовое решение уж, если, например, там человек из села, ну уж как в магазинах нет, что ж, то, что есть, то есть. Чтобы загнуть ткань в правильном направлении, конечно же, проще всего посмотреть на загиб, как здесь сделано, на образце, чтобы складки. И когда работаете, внимание, дорогие мои, потише. Смотрите, есть лента, и чтобы понять, как с ней работать, вы ее поворачиваете не ручками, а вы ее поворачиваете складками. То есть, допустим, чтобы ленточку повернуть в нужном направлении, вот в бок, в сторону, вот так, чтобы ее развернуть туда, чтобы она ушла, мы вот в этом месте с вами делаем складочку. То есть мы поворачиваем ленту при помощи складок. Это вот как здесь вот на этом изю сделано, можете увидеть. Она работа идет с галуном, именно поворот ленты идет складками. Мы разворачиваем складками. А есть еще один вариант, когда мы ленту представили, нижняя часть ленты, верхняя часть ленты, вот эта вот часть. Вы можете как сделать? Вы можете иголкой наметать, ну все женщины это знают. И потом подтянуть. И получаются маленькие такие складочки, очень аккуратненькие. И тоже так же галун разворачивается, лента разворачивается. То есть продели иголочкой и подтянули. То есть это другой вариант. Все, давайте. Какие-то вопросы, я буду отвечать. Да, вы подойдете. Все подойдет. Все подойдет. Все, что есть. Учимся. Это учебный процесс. Да, это же Ильдар, галуны 19 расскажи 2 слова про эту книгу, которая... Это переиздание книги Камалеевой, то есть башкирский костюм. В ней показаны основные костюмы башкирского народа по местам их проживания. Здесь представлены комплексы башкирских костюмов, показан крой, выкройки какие-то данные. Но здесь нужно все равно, да, с такой книгой работаешь, выкройки все равно нужно будет адаптировать под свою работу, потому что по данным выкройкам очень тяжело что-то сшить, мы уже пробовали, все равно нужно подгонять, то есть это все надо делать заново. Здесь хорошо представлены костюмные комплексы, то есть это вот как они, из чего состоят, это платья, какие камзолы, какие еляны, верхняя одежда, какие украшения. Книжка переиздана вот это совсем недавно в связи с выросшей популярностью именно по изготовлению реплик костюма. То есть люди сейчас активно шьют, информации мало, и данная книга для многих является настольным учебным пособием по пошиву башкирского костюма. Для мастериц, которые любят вышивать, делать вышивки, могу порекомендовать орнамент счетной вышивки башкир. То, что мы знаем, счетная вышивка – это более древнее искусство вышивания, так как это больше геометрика, и счетной вышивкой украшались костюмы многих народов Поволжья. И потом уже к ним на смену и более модная стала тамбурная вышивка, то есть пришла на смену счетной. Но сами узоров, орнаментов, говорящих орнаментов, они представлены в работе как раз таки Елены Нечволоды. Орнамент счетной вышивки башкир. Тоже могу порекомендовать. Это тоже рабочее учебное пособие для вышивальщиц. А вот на сегодняшний день вот эти украшения изю, они ведь украшаются не только
непосредственно монетами, да, и, так скажем, изделия такими антикварными, используются интересные изделия уже современного плана, да? Да, могу показать вам изделия работы, которые сделаны при помощи 3D принтеров. Это чулпы, сережки, броши всевозможные. Они легкие, удобные и, в принципе, стоят они копейки, ну, то есть недорого. И каждая мастерица может такие вещи себе приобрести, если нужно, или получить на нашем мастер-классе в дальнейшем. Мы планируем это все дело изготовить. И женщины, я думаю, смогут с собой забрать какую-то частичку украшений с собой. А здесь вот, например, применены уже старинные украшения. Такие все серебро в основном и 19 века вещи. А сами галуны делаются мастерами, тоже нашими объединения Тамга делают. То есть это галуны, которые можно приобрести. Делаются на машинках. Старинных галунов сейчас очень мало, к сожалению, мы их так просто не купим. Их нету в продаже, они очень дорогие. Также можно использовать синтетические галуны, которые продаются в магазинах, но не все они подходят. То есть нужно избегать рисунков в виде креста, то есть недопустимо в таких изделиях. Если вы покупаете галуны, то они должны быть максимально похожими на старинные. И когда синтетику мы берем, она обычно блестит. Чтобы она не блестела, мастера часто эти галуны красят акрилом, акриловой краской. Они тонируют галуны сами, то есть как им нравится. И создают такую фактуру старинного галуна. Сейчас очень популярное, я сказал, направление. Как раз таки вот все эти вещи, они изготавливаются многими мастерами на заказ. То есть очень много женщин сейчас шьет. Это есть даже сейчас проводится специальный марафон. Вот буквально был недавно закончен марафон в Башкирии, где 60 мастериц делали такие нагрудники изю. 60 мастеров, и мы их как раз таки оценивали. Было судейство, и по ходу работы полностью мастеров направляли, помогали, советовали, подсказывали. Это был онлайн-марафон. Дистанционный такой. Дистанционный, да, марафон, и мастера после завершения этого марафона выкладывали свои работы в отдельную папочку группы. Организатор марафона – это наша заслуженная мастерица Гульсум Хусаинова. Она сама научилась и сейчас учит других людей этому пошиву. Очень грамотный мастер, правильный, который делает как раз таки очень качественные реплики старинных нагрудных украшений. Помимо нее есть еще спонсоры, организаторы тоже, которые участвуют в помощи в проведении марафонов. И опять же, сейчас мы частичку знаний дадим нашим участникам мастер-класса. То, что мы сможем показать, мы покажем. Поэтому, я думаю, будет весьма познавательно. Нет, вообще у изю, у него же еще есть другие названия, да? Этого? Изю есть ука-изю башкирские, есть алам-изю башкирские нагрудные украшения. Они отличаются все по композиции, по размерам, по наполняемости украшений. Если, допустим, здесь изю имеет какие-то украшения, были изю и без украшений, были изю с монетными украшениями. То есть это очень было распространенное нагрудное украшение с богатой композиционной составляющей и разной типологией. Ну и надо сказать, что изю это нагрудное украшение характерное как для башкир, так и для... Да, конечно, не стоит об этом забывать. На самом деле это общетюркское украшение нагрудное. То есть это носили много народов, не только башкиры. Самыми богатыми изю можно назвать и татарский изю. Он более богаче был выполнен в композиционном плане, он был более широк. И сейчас образ татарской женщины без данного нагрудника изю, конечно же, он не полный. Соответственно, у башкир больше характерно использование монетных тяжелых нагрудников других форм. То есть это манисты в прямом смысле, то есть это нагрудники такие как сакал, яга, сельтер. То есть у них имеется отдельная типология. И они отличаются от этих матерчатых нагрудников изю. И в башкирском народе данный тип нагрудников, он пришел в поздние времена, где-то в начале 20 века приобрел популярность. Но для башкир это не было характерным отдельным украшением, это была расшивка ворота платья. Дополнение такое. Дополнение, потом оно уже вышло на передний план.
было более модным. Наверное, используется также очень для украшения ракушки каури, да? Бисер был цветной, потом коралловый бисер, конечно же, каури, перламутр точили, то есть украшения были из перламутра выточены. Вариантов украшений были сотни. Также были украшения чеканные, если не было возможности нашить монеты серебряные, то девушки и женщины нашивали заменители, назывались жетоны, кумбазы. Они были очень сильно тоже распространены и популярны. Они позволяли за небольшую сумму сразу себе изготовить нагрудник. Хорошие были заменители. А вот здесь у нас представлены на планшетах уже немножко другие, да, изделия-то? На планшетах как раз таки представлены реплики разных нагрудных украшений башкирского народа. Вот если мы посмотрим налево, Вот посмотрите, вот здесь пока нагрудник идет типа ровно, сандал, по он ней такой овальный, уже расшит посмотрите кораллами внимательно. и позолоченными монетами. Следующий полумесяцем, который это нагрудник, нагрудное украшение хасите. Оно характерно было и для башкир, и для татар, и для других народов, но имело свои композиционные особенности. Допустим, в данном нагрудной перевязи у башкир в основном они выполнялись целиком из монет. Украшений было на них немного, и обшивались, верхняя кромка обшивалась 3-5 рядами кораллов. Нагрудник в правой стороне. А по поводу хасите еще, там по поводу цветовой гаммы, да, что-то такое? У башкир цвета были распространены в основном. Это красные, черные оттенки. Даже очень разнообразно было применение монет и всяких украшений на нагрудниках. Они тяжелые и применяли активно кораллы. То есть кораллы и монеты были основой композиции всех нагрудных украшений у башкир. Да. Тоже такие же применялись. Вообще украшения в виде манист, они использовались и европейскими народами, там, например, болгары, те же самые там, и в Европе можно было, македонцы, греки использовали манисты, испанцы использовали манисты. Манисты были почти у всех народов. У всех Еще народов. магическую как бы силу имели, да? Шумящий эффект. Это, блеск конечно серебра. же, да, это все само собой разумеется, это не просто так. Это все костюмы имеют первым делом сакральное значение, а потом уже они идут как красота. Это же, я думаю, как дважды два, думаю, знают наши зрители, надеюсь, про это, поэтому я особо не говорю. Сейчас наши мастера уже, смотрю, пришивают активно некоторые галуны. Молодцы. Самая главная задача нашего мастер-класса — показать основные приемы изготовления нагрудного изю. Вообще, и даже после таких базовых навыков вы даже можете, если вы хорошо шьете в дальнейшем, вам это нравится, вы даже можете на этом зарабатывать. Потому что данные нагрудные украшения сейчас очень популярны, женщины их покупают, и они стоят иногда весьма ощутимых денег, поэтому эти навыки вам могут в дальнейшем понадобиться. То есть это плюс небольшой к пенсии, поэтому будет, я думаю, интересно многим. На праздники можно делать, да, субантуры? Самим носить на праздники, и тем самым вы будете развивать культуру башкирского, татарского народа. То есть, я думаю, это будет тоже очень полезно для общества. И вот у нас здесь интересно, мы смотрим, как идет работа, да, что уже идет такое фактически наставничество между собой, да, то есть они как бы старшие мастера показывают младшим, так скажем, нашим начинающим, юным участникам декоративно-прикладной студии «Мозаика», характер этой работы, и они такой в командном таком, так скажем, в командах, да, уже делают эти, так скажем, изделия. И хочу заметить, здесь я просто в дальнейшем скажу об ошибках ваших. Вот, например, я сейчас, можно стереть это все? Как-то доску. Внимание, чтобы не бороться с лентой, чтобы не мучиться, вы направляете ленту складкой. То есть вы формируете загиб ленты складочкой. То есть потихонечку, складка за складкой, лента у вас повернется в нужном направлении. То есть когда, например, с тяжелыми металлическими галунами мы работаем,
мы эти галуны как раз таки направляем при помощи складок, а не потому что не податливые, вы так их не соберете. Металлизированные эти все элементы, они не поддаются такому плавному шитью. То есть, и, соответственно, сам галун вам помогает пришить его, когда вы его складкой направляете чуть-чуть, потом еще, и он сам выстраивается в нужную форму, в нужное направление. Об ошибках, вот сейчас я тоже увидел, когда вы работаете, внимание, вот как раз вас касается, об ошибках, все вот эти элементы делаются в основном из лент, то есть единым элементом является только основание, а все остальное внутри, допустим, никогда не делаются такие элементы, как вот накладные, то есть вот эта вот часть центральная, да, вот как вы сделали, таким методом никогда такого не делалось, потому что ткань берегли, никогда бы никто не отрезал. Такой большой кусок, да, ткани? Да, это было нерациональное расходование материалов, поэтому все эти вещи внутри основания выкладывались при помощи лент. Только так. Никогда не использовали никаких накладных вот таких элементов. Цельных таких кусков, которые да. вот так На вот друга накладывали. ничего не складывалось. И у вас не будет такого волшебного эффекта в изделии при использовании вот таких накладных элементов. Потому что ценность изделия в ручном труде. Когда вы работаете складочками, вот это появляется ажурность и воздушность изделия. То есть вы его оживляете. Это такой, знаете, вот как вот получается такой эффект воротника вот этих вот 18 века. Да, видели, наверное, такие прям воротники у этих у Пышные. господ, пышные, да. Поэтому вот эта вот воздушность, она должна в работе присутствовать. Объем, да, красота. Это мелкая ручная работа. То есть, поэтому имейте в виду. В работе, конечно же, можно использовать машинку в дальнейшем. То есть, но опять же, пришить машинкой ровно ленты атласные, шелковые, очень тяжело. Зачастую машинку гонит вправо, влево, зажевывает или что-нибудь такое, и вы портите материал. Соответственно, лучше это все прошивать вручную, не спеша, вечером, чтобы можно было получить от этого какое-то еще удовольствие, потому что это все-таки успокаивает нервы. И в конце вы будете удивлены результатом своей работы, получите от этого тоже удовольствие. Вечером не для нашего возраста. Да, глаза надо беречь. Мы уже не видим. Раскладывайте. Согласен. Надо, если вы Вот работаете вот такими видите? мелкими элементами, Так, вот это надо шьете было. постоянно много, то нужно обязательно оборудовать рабочее место. То есть над рабочим местом должен быть хороший источник Вот, солнечного уже, света. видите, узор складывается. Да, красиво. Так, все, отрезаем. Так, кому? Вот у вас тоже есть? Да, не спускаемся, потом, да, нормально. Сейчас другой ткань. А мне вот здесь надо сгибать, раз она И вы сейчас работаете с какими-то отрезными галунами, ну, лентами, которые вы сами изготовили. В дальнейшем, конечно, если вы будете покупать магазинные для такой работы, то я хочу заметить то, что нужно будет выкладывать композицию в начале. Для участников мастер-класса я немножко раздам буляк. Раньше такая была традиция. Ну, все, наверное, помнят Хаир Таратадлары. Нам в мастерской очень пригодится. Да, это старая традиция. Ну почему? Я сдам, я сделаю еще. Не переживайте. То есть я раздам вам по монетке на память о мастер-классе, чтобы она у вас осталась. Вы сами делаете? Да, вроде бы вы скажете просто пластиковыми долами. То есть А это вот сейчас начнем как раз с рождества. правую Давайте руку. прямо на наших изюм, может быть, давайте. Сейчас я сначала им дам, они сами распишутся, хотят. Так, Айгуль, вот. По поводу монет, то, что они пластиковые, не удивляйтесь, но я сейчас расскажу про них историю. Аллах нам рахмет йоса. Рахмат. Смотри, пожалуйста, Айгуль. И мне. Ну, проблем. Рахмет. Да. Вот смотри, пожалуйста, Айгуль, вот отсюда идешь, и потом начинаешь прогибать, хорошо? То же самое, ладно? Вот я вам раздал по монетке. Раньше как раз таки по капле собирался нагрудник у башкир. То есть такая была традиция дарить монеты. И женщинам привозили из дальних стран украшения. И все это нашивалось на нагруднике. Смотрите, вы сейчас
Мои дорогие, по поводу пластиковых монет я отдельно скажу. Это не просто Послушаем, пластик, пожалуйста. это изделие новейших технологий, называется 3D принтер и 3D печать. Вроде бы она пластиковая, но в нашем мире пластика много. На самом деле это изделие современного очень оборудования, которое в принципе не всем доступно. Поэтому имейте в виду, что вот такие современные технологии помогают развивать народный костюм. Это тоже уникально. И есть определенный плюс. Из-за того, что монеты пластиковые, их можно задекорировать под металл, их можно прям превратить под серебро, патинировать. И в дальнейшем, пока человек в руки ваш нагрудник не возьмет, он не поймет, что это пластик. У нас такие уже изделия есть такого уровня. И большой есть плюс. Когда женщина пожилая, она уже не может носить тяжелые нагрудники. Ну, тяжело физически. Поэтому изделия из пластика и 3D принтеров, они как раз таки позволяют вам надеть крупное довольно-таки нагрудное украшение. Ну, оно будет очень легкое. Такие украшения также применяются уже в театрах. Актеры весь день скачут в маниста, это тяжело. И чтобы не было так тяжело, они заказывают как раз таки украшения из пластика. И это позволяет облегчить работу актеров. Плюс, например, когда мы берем 5 нагрудников, настоящих вот таких, 5 головных уборов, это очень тяжелая получается сумка, которую женщина даже не может поднять. Поэтому для тоже крупных коллективов очень практичное применение таких вот пластиковых изделий, когда одна женщина может поднять сумку на 20 человек украшений. Это очень практично. Поэтому у вас в руках частичка новейших технологий, которые применяются уже во многих культурных и образовательных учреждениях и в музеях. Также они лежат уже под витринами и используются для проведения подобных мастер-классов, чтобы можно было потрогать, а не только увидеть. И детям тоже интересно бывает. И слабовидящие есть люди, которые не могут увидеть, они хотят потрогать. И все эти изделия позволяют именно как раз таки понять основные формы, композиции, потому что народные татарские украшения, они весьма характерны по дизайну и очень именно по стилистике говорят о том, что у нас была своя ювелирка, свои стили, направления. Что интересно, да, вот у настоящих изю тех времен до 6 и 8 килограммов доходил вот вес этих нагрудных украшений. Нагрудный комплекс, ну мы смеривали нагрудники и наспинники, это выходило где-то почти 8 килограмм вместе с главным убором. Только, да? То есть, но вес был распределен. То есть, если манисты носили, то были наспинники, которые позволяли весь вес переложить на плечи, а не на шею. Если вы сейчас наденете такой нагрудник и походите в нем часа 3 или часик хотя бы, то вам шею натрет. То есть отдавит. Это очень как тяжело. минимум, да, очень тяжело. Да, поэтому раньше были наспинники, которые балансировали как весы. То есть был наспинник, и весь вес приходился на плечи женщины. Она сразу выпрямлялась. И головной убор тоже такой же. Если впереди был металл у башкирской женщины, сзади был тяжелый расшитым бисером хвост, который полностью выправлял осанку женщины. То есть женщина в основном никогда не ходила сгорбившись из-за таких украшений. Это придавало статус, то есть это все прям выправку давало. Создавало такой необъяснимый красивый образ. Да. Народный костюм — это очень продуманная вещь, которая прошла много веков, и ничего в народном костюме не нашивалось просто так. Изю служил тоже оберегом, потому что считалось харам, если у вас есть открытый участок на ткани, он должен был закрывать разрез. И помимо закрытия разреза, поверх изю еще можно было увидеть много других типов украшений, которые женское тело закрывали наглухо. Не было открытых мест, кроме как лица и кисти рук. Но в некоторые периоды даже кисти рук закрывались, то есть только лицо было открыто. Что интересно, да, именно башкирскому костюму характерна многослойность, да? Вот несколько камзолов они могли. Скажем так, многослойность характерна для всех народов, для всех костюмов, скажем, не только у башкир. Например, многослойность с чем связана? С тем, что хотели показать богатство, одевали по 3 еляна на праздник. И все свое имущество старались носить на себе, свои драгоценности, то есть ничего в шкатулках не лежало.
Это, наверное, связано еще. Это связано с тем, что хотели себя защитить от всяких злых духов. Да, это есть, конечно, такое. И плюс показать богатство. Что человек может себе позволить столько одежды. Одежда Женщины была в то время, дорогая. да, себя защищали еще, Да. оберегали тем самым. Это сейчас мы пошли, там купили на рынке ткань, и там одежду. Самые ценные на себе А носили, раньше? в любое время могла вот, да? Это реплика пакистанская, но в 19 веке тоже были такие вещи характерные. Можно было Покажи, пожалуйста, вот так вот начинай складывать. Ладно, пока сложи просто. Пока вот так вот зажми. Ну, а у нас в прошлом веке вообще все женщины носят. Или держите. Не, можно возле иголки. Вот. Да, чтобы показать рисунок, вот здесь внутрь. Что же? Вот, просто покажите. Складывайте. Ну, про это? Да. Тоже складками. Также направление. Здесь эта реплика, она здесь сделана упрощенно. Где у вас форма? Давайте. Просто вырезали, наверное. Да. Где-то, На самом деле, где у вас по-правильному, вот полосочка? здесь. Ну вот почему у вас же красивый рисунок складывается. Я же показала. Да. Начинайте складывать вот это. Вы складку делаете и нитками ее прихватываете. Не надо сразу наглухо пришивать, потому что у вас поворот может неправильно пойти. А потом уже наглухо пришиваете. Потому что для того, чтобы формировать складки, нужен все равно опыт. Сразу может не получиться. Если еще есть Когда- время, да, мы начнем прям как бы уже. Когда шьешь такие вещи, всегда нужно осознавать то, что придется много раз распустить, много раз переделать. Это нормально для работы. Когда вы руку набиваете, то, соответственно, после всех этих действий вы уже на глаз сможете определить, как надо правильно повернуть ткань, как ее сложить. Нет. Вот этот красный цвет тоже начинаете следующим слоем выкладывать, да? То есть вы ленту разворачиваете при помощи складок. Вы ленту поворачиваете складкой. Так, в смысле, я Вы думаю, можете сделать разметку на изю, Да, там всё провести правильно, этот, всё правильно. вот эти вот все вещи, шаблоны какие-то тоже перед собой держать, чтобы правильно повернуть, правильно пришить. вот здесь уже. Чтобы он у вас криво не пошел. Это тоже можно сделать. Видите, по-разному. Но у кого глазомер, конечно, это делает весьма Ну легко. и женщины в те время, конечно, все для себя изготавливали сами. даже Да, машины да. И использовали. как раз таки Ручная в старину, работа, в старину хорошая хозяйка, хорошая жена как раз таки была, как сказать, мерила именно своим костюмом, выделялась. То, что если костюм у нее сделан богато, красиво, она сама его шила, соответственно, женщина очень хозяйственная. То есть это тоже говорило о женщине очень много в то время. И даже мне были рассказывали на Неке, давали девушке иголку, нитку, и смотрели, как она иголку с ниткой, сколько она оставит нитки в иголке. Ленивая хозяйка делала длинную нитку, а которая мастерица делала покороче. То есть лучше заправить нитку покороче и несколько раз заправлять. То есть, потому что путаться будет, если длинная нитка. Щелял. Обычно до локтя. Да, Самый средний размер, да. такой, То есть размер. очень удобно для работы. Вот длина нитки в иголке, не надо делать больше. Да. Очень интересно, да? Очень. Иногда, чтобы нитка не собиралась, раньше же шили льном, я просто буду параллельно вам рассказывать, вы шейте. Да, нам очень Раньше нравится с тобой. нитки протирали воском. Смотрите, это То есть брали воск, нитку, и эту нитку натирали воском, тогда у вас нитка превращала в такую тонкую струну, вощенную, и она никогда не запутывалась. Такими нитками сшивали кожаные изделия, то есть она хорошо проходит ткань. И касательно иголок, когда мы работали с металлическими галунами, чтобы не цеплять иголку, чтобы она ткань не цепляла нитки и не вырывала нитку изнутри, мы пользуемся тупыми иголками, большими тупыми иголками. То есть мы не используем, например, в работе маленькие и, наверное, мы используем только крупные иглы с тупым кончиком. И получается, иголка не протыкает ткань, а она раздвигает волокна и проходит, ничего не цепляет. То есть здесь тоже такие вот моменты, вроде бы иголочка, но с иголкой тоже очень много связано всего.
Я люблю крупными иглами работать. Удобнее гораздо, когда ты этот большой иглой. Нитки тоже стараются для реплик использовать не синтетику, а в основном покупают натуральные шелковые нитки, берут. Тоже они хороши в работе. То есть все-таки отличаются нитки, которые, допустим, если будут они сделаны из шелка, они меньше собираются, то есть в клубочек. И тоже формирование узелков отдельно. Давайте сейчас остановимся на 5 секунд. Да, да. Мои дорогие женщины, девушки. Смотрите, формирование узелков. О хорошей хозяйке говорит не только лицевая часть изделия, а хорошей мастерице говорит задняя сторона. Есть особенности, Так, вот. когда вы шьете, ну все, знаете, узелки же все делаем, да? То, что там вокруг иголки, нитки, и потом мы рвем. Самый важный момент тоже в изделии, задняя сторона должна быть чистовая, чтобы нитки не распускались, чтобы это не торчало. Иногда люди любят сейчас у нас повернуть и посмотреть сзади. Многие мастерицы ленивые, которые не хотят это дело заморачиваться с аккуратностью, они берут покрышку и сзади нахлопывают еще крышку, чтобы нитки закрыть. Полностью закрыть. Вот здесь. Да, закрывают полностью. Сейчас это не модно, это наоборот внутренняя сторона тоже, когда смотришь, очень красиво получается у многих людей, они любят посмотреть. И все узелки, после того, как вы завязали узелок, Вот они. от него торчащая нитка, Вот они. она прячется в ткань. Она вот так заводится, вот если мы представим, вот сейчас я покажу. Вот ткань, вот эта ткань, наша ткань. Мы вот так ее жирненько сделаем, нитку завязали узелок. Вот иголочка наша. Мы эту нитку вот так завели. Иголку вот так проткнули. Вывели его, иголку. Вот она иголка здесь. Ага. И вот здесь отрезаем. И она внутри остается. Она остается, Скрытой. нитка остается скрыта под слоем ткани. Это надо прям наглядно, не на рисунке, а наглядно показать. Вот сейчас Каждому мы к этому приступим, Да. Людмила Павловна. Да, И вот да. что интересно, да, вот эти, именно где уже объемные украшения наши, да, специально оставлялись вот открытыми, да, для чего? Вот скажите, пожалуйста, очень интересно. Вот женщина в любое время могла, в самые трудные времена, вот это очень важно, самое интересное Еще для нас. тоже такая есть, да, хитрость в башкирских нагрудниках. И у татарских тоже. Каждая монетка, которую вот вы пришиваете монетки, это ряд. Обычно пришивают они рядами. Тоже говорит много о человеке, о хозяйке. Если она пришивает это одной ниткой, и она не делает узелков, перед тем, как пришить монету, мы ставим узелок. Пришиваем монетку мы пришиваем всегда. Есть 3 типа шва в исторических у наших аналогах, 3 типа шва. Старинный шов, который пришивает монету, чтобы, это говорят, чтобы как называется, чтобы не... Чтобы не торчало, Да, так, это... не торчало. Вот, например, если вы посмотрите те нагрудники, потом подойдете отдельно, каждая монета пришита так плотно, что она лежит, как стеной идет. И в зависимости от шва, мы пришиваем швом вот таким, щип-щип. Этот шов еще, помимо того, то, что он держит монету, прижимает ее к основанию нагрудника, этот шов считается еще обережный шов. Это птичка, это богиня, женское начало, Умай. Воробей? Хумай. Богиня лебедь. Да. И всегда это вот число, В виде лапки, да? число 3, это всегда было таким оберегом. Поэтому этими швами все старинные монеты на нагрудниках именно шьются таким швом. Современный шов советского периода, он меняется. Он становится V-образный. 90-е годы, когда тяп-ляп и шлядалар, когда без разницы было, как это все, вот это все потом Ну, так. может, и не знали. И до конца забыли, не изучено было, забыто было, пришивали уже. Это уже называется ленивый шов, когда монетка пришита просто одним. стежком. Да, Мы это- несколько раз могли. Вот это неправильно. Вот правильно так. Вы монету прижмете и направите ее в нужном направлении. Например, для пришивания монет на вот такие нагрудники, перевязи, есть определенная направленность, потому что монеты здесь должны лежать вниз. То есть как вы их направите? Как раз таки таким швом вы направляете эти монеты строго в нужное направление. Вы не будете монеты пришивать направлением туда. Потому что у нас перевязь наискось идет. По монетам еще продолжу. Почему пришивается монета сразу с 2 узлами?
Почему, кто не скажет? Ставится, когда монетка пришивается, есть два узелка. Здесь и здесь. Кто мне скажет почему? Следующая монета пришивается точно так же. Узелок, узелок, узелок. Почему так? Еще версия. Чтобы не скатывались. Еще версия. Чтобы можно было отрезать. Для чего? Чтобы можно было отрезать. Потому что монеты, которые сейчас вы используете, допустим, они пластиковые. Потом вы захотите советские монеты, нашли там у себя в банке, откопали, просверлили, нашли советские монеты. А потом вдруг опайка пришла, принесла вам серебро, 20 копеек серебряных, царских. А она диаметром такая же, как наши советские монеты 20 копеек. И вы эту монетку отсюда срезаете и можете нашить серебряную. А если вы узелки не поставите, если вы будете срезать монеты, вы выбьете вот эту монету, монеты соседние лучше шибутая. Отойдут вместе с этим, с нитками. Поэтому всегда есть возможность шуна заменить. Это как конструктор большой. Имейте в виду. Ну, у нас процесс идет, да, наши Да. мастера, начинающие, Пожалуйста, желтый. уже И касательно швов, то есть, например, старые мастера, если мы посмотрим изделия старых стров, шовчики очень аккуратные. Там было два типа швов. Вот основная часть швов. Это самые простые. Там никто не заморачивался, потому что ниток было не всегда найдешь. Ну, даже в советское время, кто, я думаю, помните, нитки тоже дефицит. То есть мы не выбрасываем, там, копили. Обычно это такой маленький стежок, как на швейной машинке. И мастерство было у мастерицы такое, то что стежок был настолько маленький, что его не видно было в текстуре ткани. И второй шов. Все. Вот все вещи были сделаны таким швом и таким. Это было очень практично. Ничего не придумывали велосипед никогда. И до сих пор мы так шьем. И когда ты с мастерством долго работаешь иголкой, то ты достигаешь такого мастерства, то что у тебя вот этот шовчик, он не виден на ткани. Становится совсем маленький-маленький такой, аккуратненький стежки. И уже не различить, где там только по складкам ткани притянуто можно понять. И тоже интересный момент, когда работаете с галунами, есть такой момент натяжения нитки. Это тоже важно. Давайте я вам тоже расскажу про этот момент. Когда вы работаете с галуном и с лентами, не нужно сильно тянуть нитку на себя. Давайте скажем, что такое галун, чтобы все поняли. Галун — это металлизированная лента, которая сделана с применением серебряных позолоченных нитей и с вплетением шелковых нитей. Мы сейчас говорим, минуточку, мы сейчас говорим про вот эту Да, самую металлизированную, крайнюю ленту. Так еще раз, это у нас металлизированная. Да, металлизированная лента галун. Это вот сделано на машинке, конечно, современная, а раньше старинная такая была из металла. Серебро или золото. Вот Да. еще его называют позумент, да? Позумент, да, позумент, вот галун. смотрите, можете потрогать, вот она такая. В основном Но это не настоящий. Это реплика. В Это основном реплика. такие вещи применялись в военной форме, в мундирах шли, на погоны, на обшлаги. То есть это все было из военного арсенала. В церковных убранствах такие металлизированные галуны использовали. И они покупались также обычными людьми для украшения своих костюмов. Когда работаете с такими материалами, из-за того, что сам галун плотный, жесткий, и даже вот, например, вы сейчас ленту пришиваете, вы силу прикладываете равномерно, то есть вам не надо перетянуть нитку, иначе вы сейчас пустите волны по своему этому нагруднику. Когда пришиваете, у вас усилие должно быть на вот этих галунах, не такое, что типа, хочу затянуть, нет. Аккуратненько, Вот видите, прижали чуть и дальше пошли. То есть ткань должна быть как-то вот более-менее мягкая вот в этих частях. свободно лечь, да? Да, свободно. Не тянуть. Без ни в коем фанатизма случае. не тянуть, да. Именно так. Хочу сказать, заметить этот момент. Потому что если вы с усилием сошьете вещь, она у вас пойдет сзади волнами. Бугорки появятся, то есть это некрасиво. Она форму потеряет. Имейте в виду. У вас то же самое. Так, мои дорогие, давайте немножко отвлечемся, отложили иголки, ниточки. Давайте. Во-первых, работа такая интересная у вас сейчас. Давайте мы с вами немножко поговорим
еще в плане того, что какие могут быть вопросы у вас? Давайте первым делом. Да, да. Может, что-то вы не поняли. Узелки вы поняли, как завязывать, как ниточки прятать поняли, как складками работать поняли? Да, вот Два типа складок вы попробовали, есть два типа складок. Вот на один тип вот такой, и второй уже с сборкой, приборочка идет. просто присборить, Присборить. и вот это пришить уже. Да, и присборка это Кто-то у меня так современный начинал. тип. Современный тип складки. Вы галун металлизированный присборить не сможете. С галунами только со складочками работать. Да. А присборка используется вот как раз таки в таких тканях, как сатин, лен, мягких, податливых, шелк. Какие-то вопросы? А складки в разные стороны могут смотреть. Не- Да, вот, Для вот здесь для- в разные стороны. Для образца, смотрите, то есть это все-таки больше стилизованная реплика, это не реконструкция. У нас, например, изю, когда мы работаем, глаз, чтобы радовался, у вас, если складку повернули с этой стороны в нужном направлении, как вот положили, вы повторяете и эту сторону, чтобы было Симметрично. зеркало. Это аккуратность работы, это красота. Да, это красиво, да, здесь. И есть еще разный тип складок. Вот я сейчас покажу на доске. Последний момент. Можно протереть? Да, можно. Да. Я сейчас покажу про складочки. Еще расскажу. Все посмотрели, Момент. да, как спрятать ниточку. Как нитку спрятать, поняли, да? А как вот эту штуку пришить тремя стежками? Очень интересно, вот в виде лапки, конечно. Это означает трехзначное небо, верхний, средний, нижний. Это связано. И вот вниз. Сейчас это просто займет побольше времени, попозже. Сейчас, в общем, смотрите, давайте по поводу складки. Я расскажу, какие складки вот, используются на таких изю вариантах. Вот на доске я вам покажу. Первый вариант складки. Вот вы ткань берете. Вот такой. Или покрупнее нарисовать. Все видят? Давайте покрупнее нарисуем. Первый вариант складки. То есть вы ниткой так проходите. Потом есть второй вариант складки. Это более сложный уровень. Ну, еще перед этим вот этот вот вариант, который мы... И нитка вот так. И протягиваем. И еще один вариант. То есть та же складка, но она зеркальная. Вот это выше считается мастерство, потому что когда вы сможете работать в этих техниках, вот здесь уже вы сможете его очень аккуратно сделать, оформить. Это было очень популярно в конце 19 века. Такая технология пришивания складок. Вот запомните. Что еще? Какие-то вопросы? От вас услышал, сейчас покажу. Что-то еще? Так, задаем. Пришивание тройным швом монетки АП. Специально для вас. Давайте на доске разберем. Да, на самом монетке бы. Нет, смотрите, здесь нету конкретного правила. Я пришила и Конкретного правила пришивания нет монеты. А как вам удобно обычно делается? Когда монету пришиваете, ставите узелок, заводите нитку под монету. Заводите нитку под монетку. И как вам удобно? Вы можете нитку вот так закрутить, вот так закрутить, вот так закрутить, вывести, ставили узелок. Как вам удобно? Кто-то делает узелок здесь. Первый шов начинает заводить так, потом вот так. То есть, ну, по-разному. Там, опять же, от толщины нитки зависит. Если у вас тонкая нитка, это один вопрос. Если у вас плотная, уже 6 ниток мы иногда собираем вместе в пучок, чтобы монета была еще жестче пришита, то у нас по-другому получается. Тут мастер каждый сам себе как хотит. Главное, чтобы она прижала монету. А то, Наш- что я узелок оставила с этой стороны, и потом пришила монетку. Потом еще раз, этот узелок, там еще один, второй узелок. То есть там обычно два С той узелка. стороны. Да, да. И потом отдельно посмотрите, как монетки пришиты у нас, а вон там неправильный нагрудник висит. Вот тоже образец, хороший показатель. Вот там вот сельтар, это первая работа начинающего мастера, Красный. а вот это работа профессионалов, вот здесь. Вот, например, монета здесь пришита таким швом, если мы, Посмотрите, пожалуйста. то есть мы, вот, смотрите, что можем сделать, наверное. То есть они обратно ложатся в свой порядок. Автоматически.
Это правильное, да, пришивание? А вот тот, сейчас Давайте покажу. покажем, где неправильно. Где неправильно. Давайте посмотрим. Сразу видно, что они уже в разные стороны, скажем, да? Это неправильно. Одинарный Да. шов, современный, который ленивый, Да, как да, вы сказали, ленивый да? шов, ага. Все запомнили, да? Не будем ленивым шить. Вон как он, шить. перпайтура. Будем Когда вы будете на мероприятии, так монетка, если встанет, это очень красиво. У вас, потому что передний план вы должны выглядеть великолепно. В вечернем платье там или в костюме. Поэтому это важно. Во время танца, скажем так, Да. да, если кто Да. А вот еще один вопрос. Вот здесь вот все нитки, видать, да? А я сверху еще такой же положу, красный. Ну вот на самом деле я про это говорил, то что Ой, Коль. когда вы будете шить, сейчас уже не котируется то, что нитки нельзя скрывать. Именно мастерство проявляется в аккуратности в работе. То есть у вас задняя сторона должна быть такая же красивая, как лицевая. Никаких узелков там, никаких торчащих ниточек. То есть это все смотрят. Например, у нас конкурсы проводим мы, и мы это дело контролируем тоже. Заранее мастерам всем говорим, чтобы никто ничего не скрывал там сзади. Это говорит много о мастерстве и мастерице. Такие нюансы, они как бы важны в работе. Но мы еще учимся. Да, мы вы учитесь? школьники, да, мы. Так, давайте подведем какие-то небольшие, как бы это, сейчас, Ой, вот прям на прекрасно. сегодняшний день итог. Все, сейчас я, в общем, по... Сказали, да, уже что? Внимание, дорогие мои участники Монетки мастер-класса. расставим для интереса. Нет пока? Нет, рано, они еще не доделали. В общем, дорогие мои, данное украшение это большой конструктор. То есть вы его можете переделывать, дополнять. Но когда вы его сделаете, не надо изделие переделывать. То есть вы его отложили и лучше начните другой. Это будет ваша первая работа. Вы будете себя видеть, то, что вот как вы растете в уровне мастерства, кому-то это понравится на самом деле. И нервы успокаивают, и мужчины у нас шьют. Поэтому все это на перспективу имеет такие возможности большие. И имейте в виду то, что какие-то, если вопросы возникают, то есть мы всегда ответим. У нас есть общество мастеров, сотни мастеров у нас в обществах находится. В этом мастер-классе вы поняли основные базовые моменты. Это формирование складок, это снятие выкройки, подготовка основы, это швы вы узнали. Вы узнали, как можно компоновать, и это все дело вы можете сейчас уже на практике применить. Сейчас то, что вы по времени успели сделать, то успели. Если кто-то хочет остаться доделать, останется доделать. В основном такие работы делаются не в спешке дома, занимают много времени, и вы, скорее всего, это будете доделывать уже дома. Всем спасибо вам за внимание. Спасибо вам. Я надеюсь, что вы много узнали для себя. Очень много знаем. Открыли и теорию. Да? Вот эту работу только руками надо делать. Машинкой можно, да. Но опять же, машинка, если вы, допустим, шьете, вы должны уметь шить на машинке. Потому что если машинку поведет не туда, если смотря ткань какая, например, с льном работать хорошо, с сатином работать хорошо. А попробуйте вы атласные ленты пришить машинкой, вы замучаетесь. Иногда лучше ручками сделать, чем потом распускать. Вы столько же времени на распуск потратите. Здесь, значит, можно и атласный Конечно. То есть, опять же, вы можете на машинке не туда увести, понимаете? Поэтому только в основном ручками, да. Вот я начала, да, неправильно. Я начала с серединки, потом вот здесь начала складки, и дальше собралась делать так. Это неправильно. Да? По-разному можно делать. Если, допустим, человек мастер, он может уже на глаз это все дело скомпоновать. Во-первых, сначала выкладываются же галуны готовые, это же у вас не готовые ленты, поэтому если даже вы здесь сделаете как смогли, а вот здесь можно подрезать, убрать, к примеру. Или, например, завести еще одну ленту сюда, под него, туда выпусти. Это все делается как кому нравится. Получается наслоение складок. Да. Вот что. Да. Вот здесь у меня В складки. основном, конечно же, наслоение идет, как вам объяснить, смотрите, тоже хороший вопрос, почему-то вопросы не задаете вы. У вас это, опыт хороший. Да, вот какой вопрос вас интересует? Очень много тонкостей в этом деле, понятное дело, да? Веками мастерицы, женщины для себя изготавливали. И не только для себя, а даже не все умели шить, скажем так, наверное, да? Важный Изящно. Отвлечемся, важный момент. То есть мы тоже вот начало, откуда идет начало? Так как вы работаете с лентами, здесь нет таких как бы жестких правил, как начать. Вы можете начать с края, вы можете начать с центра. В основном, когда вы работаете с готовыми галунами, получается накладной элемент. То есть один галун перекрывает другой.
И если вот, допустим, мы возьмем этот центр, вот мы возьмем центр, положим изю на стол, то первый галун, вот он идет, галун, потом второй заходит под него, идет туда, в край. То есть, ну, пришивается. То есть, вот. И уже в конце широкий тоже ложится под внутренний галун, и кончики торчат. Это композиции база уже когда вы делаете с готовых лент. А так как вы сейчас нарезаете ленты, в деревнях обшивка же платья была, это все. Да, мы это с края сатин. начали. Здесь Они же пришивались по-разному, если это ленты. Там и внахлёст, и в стык. Там нету такого задавали правила. Вы получается. сейчас делаете больше не та же нагрудник, а именно нашивной элемент платья внутренний. То есть вы делаете из сатиновых лент. А парадный, он делается в основном из галуна, скажем. из так, дорогих из галунов, дорогих тканей. шелк, парча, бархат туда идет, жаккард металлизированный, то есть туда такие прям дорогие вещи. И вот, например, мы же видим как этот самостоятельный элемент, нагрудник, а в прошлом это был вшивной. Но так как многие женщины не могли себе позволить на каждое платье поставить такой изю, это дорого, делали накладной элемент, то есть тут уже на шнурках. Тоже есть такая как бы своя особенность. Вот в такой, наверное, технологии делалось и кукрякща, да? В татарском костюме. Кукрякща это отдельно. Кукрякща это Я знаю, полегче, что конечно. кукрякща это... Но у нас пока выглядит как кукрякща. Кукрякща другой. Кукрякща, вы не путайте, это же вот такой... Я про ленты сейчас говорю, про и ткани мы взяли такие. Что есть. А, то есть имеется в виду, Да. ну эти ткани, да, шли остатки на вот такие вот вещи, то есть они композиционно были. Тут вышивка была. Да. Это внутренний нагрудник, как бюстгальтер. А мы делаем все-таки парадный вариант. Такой вот. Это Больше нагрудник, порог. так и называется, да, кукрякща. Это... Да, да. На этом завершим. Спасибо. Спасибо вам большое. Столько всего интересного узнали. Спасибо Тимуру Зеляковичу хочу сказать за организацию мастер-класса. Спасибо за поддержку фонду президентских инициатив, за грант предоставленный. Мы работаем в рамках гранта, еще раз напомню. Спасибо лично вам. Вот. И наши участники, вот такие мероприятия, хочу сказать, то, что вполне возможно вашу какую-то профессиональную деятельность можно определить в плане заработка к пенсии. Имейте в виду. Все, спасибо. Слышали? Спасибо вам огромное. Мы в завершении нашей онлайн-трансляции, наши, так скажем, наставники, они продолжат сейчас работу уже в офлайн режиме. То есть, мы, как говорится, работа продолжается, эти изделия готовятся. И еще раз хотим сказать, что эти трансляции — это не последняя трансляция. Подписывайтесь на канал Культурного центра Залесный. И здесь также будут транслироваться различные мероприятия, мастер-классы, лектории, выставки, концерты, выступления в рамках реализации нашего проекта, этнопроекта «Народная сокровищница Милли». Ждем вас всех на канале Культурного центра Залесный. До новых встреч в эфире. И всем спасибо, кто пришел сегодня на наш мастер-класс. Всем участникам народной творческой мастерской декоративно-прикладного искусства «Мозаика» Культурного центра Залесный, нашему наставнику Раиде Фагимовне Ильиной за ее, так скажем, большой такой труд, который провели. И, естественно же, большое спасибо нашему этнодизайнеру, известному, так скажем, хранителю всех тайн и секретов народного творчества, который, это, можно сказать, с детства этим занимается, Ильдару Гатауллину, за то, что он сегодня был с нами в прямом эфире, за то, что он поделился секретами этой работы, этой кропотливой работы. До новых встреч. Всем спасибо, кто был сегодня с нами. До свидания.